Эти итоги деятельности системы здравоохранения Республики Ингушетия за 2022 год и основные направления стратегии развития на 2023-2024 года. Вместе с главой Ингушетии в коллегии приняли участие заместитель председателя правительства Республики Ингушетия, министр образования и науки региона Эсет Бокова и заместитель председателя Народного собрания Ингушетии Аза Хашиева. К сотрудникам министерства Махмуд Али Калиматов обратился словами «друзья и коллеги», пояснив, что в университете сдавал экзамен по судебной медицине, психиатрии и психологии. Без медиков никто из прокурорских не выезжал на место происшествия. Всегда был врач, который подсказывал те или иные вещи. Сегодня у нас серьезный день. Не каждый раз, наверное, руководитель региона участвует в коллегиях ведомств. А сегодня есть такая необходимость, потому что должностные лица, врачи, медсестры, персонал, которые работают непосредственно с жителями, с людьми. И это очень важно. Насколько вы даже в настроении приходите на работу, какой у вас дома уклад, и ваше, все это влияет на больного человека. Сюда радоваться не приходят, они идут с болью. Неважно, какая боль, но все равно, даже консультация, они идут к вам. Подводя итоги деятельности системы здравоохранения Ингушетии за 2022 и основные стратегии направления на 2023 год, впрочем, среди статистических данных и бюрократических проволочек, как отметил глава региона Махмуд Али Калиматов, медикам не стоит забывать одни из основных качеств их профессиональной деятельности – это доброта и душевность. Мы можем отчитаться, можем красиво написать, мы можем красиво говорить, но человеку от этого не лучше. И самое главное, чтобы больница орол сагви, чтобы он сказал «Щеди шерхамдирцар», «Медик лорушбарыш». Побольше бы этого, потому что, понимаете, в этой жизни, говорят там, мир спасет, красота. Я бы перефразировал, сказал, мир спасет доброта, особенно ваша доброта. Я не сомневаюсь и не могу давать оценки вашему профессионализму. У меня нет специальных познаний в здравоохранении. Но вы же врачи, и вы учились на врачей. Вас должны видеть, если меня спросить, что вы готовы помочь. Вы готовы помочь с первого вот шага. Как я зашел, больной я, хворый я. У меня может быть скверное настроение, я же болею. Я могу не сдержанным быть, я могу злым быть, но вы не имеете права на это. Глава региона отметил, медики с достоинством прошли период распространения коронавирусной инфекции. В регионе на базе 5 медицинских учреждений были развернуты дополнительные койки. По данным Роспотребнадзора России, всего за период с февраля 2020 и по сегодняшний день в Ингушетии зафиксировано 32 629 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 512 человек скончались. Полностью излечились около 30 тысяч заболевших. В трудное, без преувеличения для всего мира время, основной удар на себя приняли люди в белых халатах. Махмуд Али Калиматов поблагодарил медиков за профессионализм и человечность медработников во время эпидситуации. Я вам хочу огромное спасибо сказать за тот период, который у нас был ковид. Вы сделали все, в действительности все. Потому что было опасно. Сперва мы не понимали, откуда это свалилось, что это за болезнь. Да, боялись. Некоторые даже придумали отпуск, болезнь. Я их тоже понимаю. Они остались дома, потому что, жизнь там. Но потом, когда уже мы вникли, у нас было, по-моему, там 11-15 там коек. Но мы уже сделали за 2 месяца их 1023 койки. А какой кислород, где мы его только не доставали? Баллонами, не баллонами, сутками, самовывозом, Волгограда, Волгодонска. Соседи нам помогали. Чечня, в первую очередь, Чеченская республика, в первую очередь нам 150 этих баллонов прислала.
Прям вот буквально у нас не было ничего. Соседи Осетину нам прислали более 220 кислородных баллонов. И другие нам помогали. Был такой период. Это сложно было. Поэтому я низко кланяюсь вам, искренне. Баркал Халчо. Далриас Халчо. По поручению президента России Владимира Путина в регионы, где сложилась наиболее сложная ситуация с COVID-19, были направлены бригады медиков. Столичные врачи, в составе которых хирурги, анестезиологи, пульмонологи и инфекционисты, осматривали больных и помогали ингушским врачам в лечении пациентов. Они же тоже вот приехали к нам сюда. Они заходили в красные зоны. Вы помните, да? Потом я их просил семинар провести. И министры просили провести. Проводили семинары. А сколько было терпения у вас, когда родственники привозили. Им говоришь, нельзя в красную зону. Ну, и сына, не сошва, еще. Понять-то можно. Но говорили, Моготевич, там красная зона. Ну, все-таки шли. И они заболевали. Кто пришел, заболевали. Понимаете? И я представляю врачам, как им трудно было остановить, как вы отстояли это, насколько вам было тяжело. Это вот непостижимо. Как одну из главных и острых проблем на сегодняшний день глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов выделил наркоманию. Ситуация действительно плачевная. Умалчивать о статистике нельзя, отметил Махмуд Али Калиматов. Можно с ума сойти. Марбут, да, Мялыч, Барсак, да? Вот я не знаю, вот просто у меня кровь стыла прям, когда я узнал это, мне вот сведения принесли, вот что я должен делать? Нормально, арбян, да, нандулыш, шей, да, арбян, сдохаш, ачатиха, сами погибли, других погубили людей. И это тоже я понимаю, это нам надо будет открыто уже говорить. Мы же знаем, что Хабяки, нет у него там ни наркотики, у него давление повышенное, сердечный приступ у него в 20 лет, 25 лет. Я еще вон врачебную военную комиссию слушаю недавно, там врач сидит, я уже, по-моему, кому-то сказал, Игорь Анатольевич, что ли, посмотрите там это. 18-20 лет, да, в Арнболтнах. Врач там сидит и говорит, из 10 человек только 2 здоровые. У остальных что? Не, спрашивает. Он говорит, у него давление. Слушайте, молодые люди, я в 45-47 лет, по-моему, мне первый раз сказали, что у меня какое-то давление есть. В 20 лет, 18 лет давление. И потом, сколько бывает неприятных минут, часов, когда врачу беспардонно, бессовестно говорят, наркотик жадственность, давление ценность. Скандалы устраивают, чтобы диагноз не поставили. Я хотел бы обратиться вот на наши коллеги и к родителям, которые так думают. Вы знаете, я долго работал и знаю, что такое наркоманы, наркомания. 27 лет стажу, главный нарколог Самарской области как-то мне сказал. Я сказал, а вылечить-то можно? Ну, я говорю, от тяжелых категорий не буду перечислять. Он сказал, ни одного не помню за 27 лет, что вылечился. Ни одного. Это беда. Правоохранительные органы. Кто-то, наверное, говорит там, а где у нас там специальные правоохранительные органы? Я вам скажу, за 22 год изъято, Владимир меня поправит, по-моему, 57 килограмм, да? 57 килограмм наркотиков. Понимаете? Самое большое количество наркотиков в одном регионе, где я был, было 16 килограмм. За всю мою деятельность. 16. У нас 57. Там 3,5 миллиона области. А здесь нас вот чуть ли на пальцах не пересчитай. 57 килограмм. На доле это десятки тысяч людей.
которых спасли, правоохранительные органы спасли. Но есть и другие, которые их покрывают, сопровождают, нечистоплотные, коррумпированные и специалисты разного ранга, и под погонами ходят. И самое страшное, они думают, что их дом пронесет. Сом хамдат сыбаржим дикбы. Да, чёрнос, поверьте мне, далтам и далтас. Но вот кто вот так думает, он глубоко ошибается. По данным главного нарколога Ингушетии, на учете в наркодиспансере состоят около 1700 наркозависимых. Глава региона призвал к порицанию и всеобщему осуждению всех наркоторговцев, к взаимодействию общественных и религиозных деятелей, правоохранителей и молодежных организаций. Я просил и прошу. Дикенму, даму, алсик, дакайгдез мяждики. Дакайгдез, дикежму, тачодат свой, цица, ерца. Звахач. А почему? А хаица мягкий, дожаица есть. А мол чейди, дожаица есть. Царь хамал данердых, даже хейды царь, дожаица. А это почему мы терпим? Почему сегодня мы молчим? Общество. Ингушетия первая в России реализовала национальный проект «Безопасные и качественные дороги», выполнив на 100% весь запланированный объем на текущий год. Но созданные для автолюбителей условия некоторые приняли как вызов испытать уровень маневренности машины и возможности вождения. Учитывая небольшое количество населения, субъект находится в лидерах по смертности в ДТП. Об этом свидетельствуют почти ежедневные новостные сводки и данные госавтоинспекции. Можно нам дороги не строить хорошие. Мы же сделали. Мы первое место, 3-й год занимаем в России. Вы знаете, Дятар доводишь, Сурод доводишь, Эллиот очводишь, Херсонской, Молбики, Еле. Мы сейчас Хамадиадиевич, Вижили доводишь. Хорошие слишком дороги. Гоняют. С бензин, а чедети, не гордали, лолхочек дали, дикрываги. С бензин, а что? Щи ица, мажи лорью, самсак вале, вахсак вале. А ему все равно, ему так это задарили. Несмотря на непростую общественно-политическую ситуацию в мире, в частности вокруг нашей страны, государство создает все необходимые условия для качественного оказания медицинской помощи нашим гражданам, отметил Махмуд Али Калиматов. Возможности для этого должны быть и в ИРКБ. Понимание необходимости в этом есть, рассказал руководитель субъекта. Проблема в другом, в отношении недобросовестных подрядчиков. Ремонт делаем неправильно. Не китайцы же делали. Или вот перинатальный центр строили. Не китайцы же нас строили. Вейберджбете Шхадер. Вот прачечная, я с главврачом говорил, 400 тысяч вы платите за прачку. Где-то так, да? Вот представь себе, и везут это все в Ставрополь. А должна была прачечная быть. Вот я сейчас с инвестором договорился, будем большую прачечную строить на республику. Инвестор будет строить, то есть на свои деньги. Мы десятки миллионов платим, в Ставрополе везем, стираем все. Или другая ситуация. У нас полгода, когда там все 300 батареи отопительных, я имею в виду, потекли здесь. Все потекли. Пришлось все 300 менять. Куда ни кинь, всюду клин. Котельню сборную сделали. Мостовые моды, сумхац. Как они живут, не знаю. В больнице мы и сейчас был лицей Магаз, да? Вот мы с Тетей Ибрагимовной, доброе дело, у нас хорошие учителя на конкурс. Я смотрю, все гардины поломными. На окна. Я говорю, что такое? Вентиляция не работает. Сейчас выяснили, 92 учреждения построенные без вентиляции. Или ненадлежащей вентиляции. Я не к себе похвалу.
Каждая школа, которая детский сад сейчас строится, без вентиляции, без очистных сооружений, ни одно не строится. Ни один объект не сдастся. И это все знают. Ну, в наследство попалось, вентиляции нет. Ну как ребенок может сидеть-то? Ну, легочники там, понятно, надышится там всего, да? Открывает же, надо же проветривать эти. Простудятся дети. Махмуд Али Калиматов уделил особое внимание участникам специальной военной операции на Украине, отстаивающих интересы России. Глава субъекта выразил надежду на должное оказание внимания медиками. Любой человек, который там участвовал, я просил министра, чтобы у каждого поликлиники, больницы, вот где на территории находится, на учете стоит, семья их, сам, жена, дети, чтобы у вас они были на каждый адрес, на каждого человека паспорт. Сколько детей, сколько инвалидов в этой семье, кто хронически болеет, кому льготные лекарства должны этой семье. Особенно я вас прошу всех, главврачей, глав поликлиник, вы должны понимать, это люди в действительности сегодня пошли защищать нас, сидящих здесь. Они все герои. Динул душон сарлилдер. Не только наши, но со всей России. Я думаю, вы следите за ситуацией. Не буду объяснять, почему мы там, да? Чтоб сюда не пришло в нашу. Мы видели, когда в соседние республики другие эмиссары с Англии, оттуда-то арабы приехали спасать нас. Я беседовал с такими людьми. Я говорю, что сюда приехал? Он говорит, да что вы, братьев, ингушей спасать. Кого спасают? За деньги приехали разлагать наше общество. Разлагать. Сколько погибло людей? Вот эту смуту вносят. Так вот, это сейчас и продвигается всей Европой. Минимум 50 стран. Украина, понятно, она просто нацистская, я больше сказал, стала сатанистской части какой-то. Там сатана правит бал. Вы, наверное, видели, какие у них там ритуалы проходят. Поэтому эти люди сейчас находятся на переднем плане. То есть на передовой. Жизнь и смерть. Таган. Делай болда, белалил, жнахпыш. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поручил министру здравоохранения уделять особое внимание семьям мобилизованных. Я не говорю другие больные. Это планово все у вас идет. Но этих людей каждый главный врач должен знать одну вещь. На своем участке поликлиника, участковые врачи есть такие, да? Есть. Вот участковый, вот есть у него участок, он должен знать. А сдахат там, мы часу до вечера, участковый врач схацуали, сколько семей у него живет, какие им лекарства нужны. Имейте в виду, что это будет недоработка ваша. В продолжении коллегии министр здравоохранения проинформировал о численности населения республики. На сегодняшний день это 510 тысяч человек, что на 1,8% больше, чем в 2021 году. За январь по декабрь 2022 года общий прирост населения составил 7762 человека. Численность взрослого населения около 360 тысяч, а детей в республике почти 160 тысяч. Данные свидетельствуют о положительной демографической тенденции. Показатель рождаемости в Республике Ингушетия остается одним из самых высоких в России, занимая в целом по Российской Федерации 3-е место, по Северному Кавказу 2-е место. Уровень рождаемости в 2022 году составил 15,0 на 1000 населения, на 7,8% ниже по сравнению с 2021 годом, который составлял 16,3. Показатель по рождаемости по Российской Федерации в среднем это 9 целых. В республике число родившихся в 2022 году превысило число умерших, и естественный прирост составил 6185 человек в абсолютном количестве. И показатель прироста 11,7 на 1000 населения.
По сравнению с предыдущим 2021 годом показатель естественного прироста снизился на 0,4 промилле. В Ингушетии реализуется план мероприятий, направленный на повышение рождаемости, снижение смертности, в том числе и младенческой. Делается это за счет строительства и оснащения современным оборудованием медучреждений и формирования кадрового потенциала. Всего в медицинских организациях Республики Ингушетия функционирует 2229 коек. Обеспеченность койками 42,9. В 2021 году этот показатель был 45,9 на 10 тысяч населения, на которых пролечено более 70 тысяч пациентов. За прошедший год в поликлиниках республики зарегистрировано более 4 миллионов посещений. Проведено более 1 600 000 диагностических исследований. Это МРТ, это УЗИ исследования, рентгена и так далее. Более 8,2 миллионов лабораторных исследований. В Республике Ингушетия продолжается оказание высокотехнологичной медицинской помощи на базе 6 медицинских организаций. Оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по 8 профилям. Это нейрохирургия, это травматология, ортопедия, торакальная и сердечно-сосудистая хирургия, неонатальная, дерматология, онкология и педиатрия. На коллегии были затронуты многие аспекты здравоохранения региона. Была продемонстрирована и положительная динамика в работе с качеством медуслуг для населения. Отчитались и о выявленных нарушениях в соблюдении порядка оказания медицинской помощи, что вызвало некоторые вопросы и у главы региона, в частности, показатель дефектов оформления документов. Ошибками или недостатками оформления истории болезни. Да. Да. А кто это выявляет? У вас что, коллекторы сидят или это ФОМС выявляет? В том числе и ФОМС. У нас в ФОМСе сидят эксперты, у нас определенный перечень количества историй болезни. А если, по итогам месяца отправляется. А если допустить, что это умышленно дефекты допускают? Ну, чтобы там никто не разобрался. Умышленно не могут, потому что когда приходят акты экспертизы, они приходят по каждой истории, и эта история закреплена за тем или иным медицинским работником. Слушайте, ну 31%, везде там 11, 16, серьезные там, которые касаются, а тут, значит, история болезни 31%. Вот, это что, ну, может, семинары проводить, правописание. Здесь же на встрече прошло чествование медработников. Махмуд Али Калиматов вручил государственные награды, грамоты и медали медработникам и поблагодарил за высокопрофессиональную, лечебную и организационную деятельность. Нагрудным знаком отличника здравоохранения глава Ингушетия Махмуд Али Калиматов наградил и Марем Муталиеву, проработавшей медсестрой с 1975 года. Мы стояли у истоков, со мной были еще человек 15 работали, и сестры, врачи некоторые, не уставая работали. Звание заслуженного врача сегодня получил и Георгий Бурдуладзе, лор по специальности. В республиканской больнице врачом уже 16 лет, 2003 года, врач уходил. Чувства на самом деле огромные, величайший день. И всех врачей поздравляем на сегодняшний день. Коллегия Министерства здравоохранения продолжилась дальше с обсуждением основных стратегических задач и направлений на 2023 год. Адам Мережков, Джамалил Султыгов, Новости 24.